Здание Чимчирской районной больницы состоит из 3 корпусов. В первом из них, на втором этаже, за этими окнами стационарное лечение проходят заболевшие COVID-19. Прямо у входа в медучреждение находится кабинет, в котором лаборанты принимают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам медиков, чтобы пройти тестирование на COVID-19, сюда в среднем обращаются около 35 человек в день. Биоматериалы собираются за сутки. Затем их отправляют в республиканскую лабораторию в Сухум. Асмат Саава работала раньше в перевязочной, но на время пандемии переквалифицировалась и принимает анализы на ПЦР. С утра до 2-3 дня ведем прием. Также, если экстренный больной поступает, несмотря на то, что мы здесь работаем до 3 часов, мы открываем кабинет, заводим пациента, берем биоматериал, получает пациент рекомендации обязательно терапевта, осмотрен и оказана первая медицинская помощь. Также каждый день наша машина скорой помощи забирает анализы в Сухумский СЭС, республиканский. Каждый вечер мы получаем сведения, списки присылают главврачу. Главврач обзванивает всех положительных, а отрицательных обзваниваю я. Это не имеет значения, в любое время суток мы можем быть на связи, на горячей линии. А в этом кабинете принимают анализы крови у тех, кто проходит лечение, чтобы, как говорит заведующая лабораторией Ирина Камке, назначить правильное лечение с учетом сопутствующих заболеваний. Результаты пациентам сообщают вечером того же дня. В любом случае общий анализ крови, общий анализ мочи, протромбин из биохимии, протромбин, глюкоза, креатинин. В общем, все, что возможно, мы максимально стараемся как положено сделать и облегчить людям, чтобы они никуда в данной ситуации не выезжали ни в Сухум, ни дальше. За последние 3 месяца в Ачимчирской центральной районной больнице протестировано более 2500 человек. Из них подтвержденных ПЦР-диагностикой 281. По словам главврача медучреждения Мадонны Кишмария, больше половины из них уже сняты с учета. Они выздоровели. На сегодняшний день в Ачимчирском районе 158 ковид-инфицированных, 7 заболевших направлены в Гудаутский ковид-центр. Более 30 проходят стационарное лечение, остальные амбулаторно. То есть это те люди, которых мы ведем на телефоне, в какое-то время в зависимости от тяжести состояния, мы их приглашаем к себе, проводим диагностику дополнительную, осматриваем, корректируем их назначение. Вместе с тем больница испытывает проблему с рентгенаппаратом. Он не работает уже на протяжении нескольких лет, что, по словам медиков, значительно усложняет лечебный процесс. Мы вынуждены либо самостоятельно людей отправлять на рентген, а рентген принимает на территории инфекционной больницы, стоит машина, флюорограф, и она делает снимки. В том числе люди, которые лежат у нас на стационарном лечении, мы собираем по 3-4 человека, так как они положительные, то они не могут ехать общественным транспортом и другим каким-либо. Это небезопасно для водителей, поэтому мы сажаем их на нашу машину скорой помощи и отвозим их на рентген. Делается рентген, снимки присылают мне на телефон, и вечером рентгенолог присылает описание этих снимков. В разное время мы обращались в разные инстанции, в разного уровня, обращались к чиновникам, до сегодняшнего времени вопрос остается открытым. В районе всего 3 машины скорой помощи. По правде говоря, полноценной службы скорой помощи за весь послевоенный период здесь так и не создали. Есть определенные трудности, которые надо доработать. Нужно отремонтировать помещение или построить из 5 комнат. Нужно дополнительно выделить штат 21 штатная единица. Нужна для того, чтобы работало полноценное отделение при ЦРБ, отделение скорой помощи. Когда любое время суток любой житель нашего района набрал 03 и к нему приехали и так далее. Сегодня происходит таким образом. Наши жители звонят к любому медработнику, которого они знают. Это может быть я, может быть водитель, может быть любой другой доктор, медработник. И тогда мы начинаем состыковывать все наши. Это очень тоже неудобно.
Для заболевших коронавирусом здесь организовано около 30 койко-мест. В ближайшие дни по заявке Ачимчирской ЦРБ Минздравом страны сюда будет доставлена медицинская мебель, благодаря чему, как говорят врачи, они смогут принимать больше пациентов. В инфекционном отделении работают 2 терапевта. Помогает им акушер-гинеколог, которому тоже пришлось переквалифицироваться на время пандемии, и 4 медсестры, ежесуточно заступающие на смену. Сейчас мы находимся в красной зоне Ачимчирской центральной районной больницы. Лечение здесь проходит 35 заболевших коронавирусной инфекцией. Попали в плохом состоянии, но уже лучше состояние, конечно. Намного лучше. Персонал вообще исключительный. Сам главврач, наверное, домой не уходит. Мадонна Кальбиевна днем и ночью возле нас стоит. Вы который день болеете? Уже 7-й день. Ну, сейчас самочувствие лучше, чем было? Лучше, лучше. Главврач Ачимчирской районной больницы Мадонна Кишмария практически не покидает стен медучреждения. Даже беседуя с нами, она спешила к больному. Лечиться сюда приезжают даже из Сухума. По словам пациентов, весь медперсонал очень доброжелателен к больным. Отзывчивые врачи внимательно выслушивают людей. Я с Сухуми приехал сюда, сдал анализы и попал в больницу. Здесь я ни одну медсестру не видел, чтобы она как-то грустно там ходила или что. Веселые девочки, такие хорошие девочки, как они обращаются к больным вообще, как они себя ведут с улыбкой, весело так разговаривают. Хотя они сутками, они даже и не едят. Сутки они работают, не отдыхают, они не могут снять эту форму. Что касается врача, главврача, во-первых, это великолепный человек, как человек, великолепный. Великолепный врач. Амбулаторные больные приходят сюда несколько раз в день, чтобы поставить капельницы, сделать уколы и проконсультироваться с врачами. Но мы приходим, принимаем смену и уже ставим капельницы. Это уже 4-я смена. Мы понимали, что нельзя вот так вот прям сегодня взять и начать укладывать людей. Но время показало, что люди, им некуда было деваться. В домашних условиях не получалось капать. Люди живут где-то очень далеко. Рядом медсестры, медработника нет. И поэтому они приходили к нам, и мы вначале выделили 1 комнату. Там стояло 2 кушетки, начали с этого. Потом, когда мы увидели, что количество людей прибавляется, мы в отделении поставили 8 коек. На 2-й день еще 8, и так довели до 20 с лишним коек. Сейчас, слава богу, вот как-то все более-менее наладили в этом плане. Накануне наших съемок из больницы было выписано 6 человек, 2 из которых тяжело переносили болезнь. Но местные врачи приложили максимум усилий, чтобы не отправлять их в ковид-центр. Несмотря на все сложности, медики Ачимчирской районной больницы стараются помочь каждому обратившемуся в медучреждение. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.